новость, в общем-то, достаточно неплохая, о том, что парнягу из Чикаго отпустили. Аюша Дандаров у него вроде бы фамилия, узнал о том, что, значит, было несколько судов, и его отпустили. Так, сори, тут сейчас отключим звонки. Так, сейчас раскидаю еще. Что-то, а где зритель? Сейчас. Так, ну, продолжаем ситуацию. Историю о том, что сейчас надо бороться за вот этих дураков, которые сидят. Но по Муриханову информации никакой нет. Естественно, там все же гасятся. Второе, по поводу Сашки Барахоева, короче. У Сашки Барахоева ситуация гораздо хуже, чем мы можем предположить. Есть информация, что Сашка Барахоев там, у него есть типа в американской системе это называется проступок. Короче, то есть это не преступление, а именно проступок. Ну, как бы административка, что ли. И тут американские суды могут, конечно, гораздо жестче с ним поступить. И как бы, то есть, ну, такая велика вероятность того, что этого персонажа, значит, могут депортировать. Ну, его надо где-то перехватывать, потому что у хорошей русни в свое время получилось, значит, перехватить какого-то своего агента, значит, которого выслали, пересылают через Египет, не напрямую. То есть его где-то в аэропорту, то ли там это, то ли ему там по телефону, или как ли сказали, в общем, иди в туалет. Он пошел в туалет, значит, ему купили билет то ли в Сербию, то ли что ли, и он из зоны вылета улетел, короче. По-видимому, у этого хорошего русского был второй документ, который он, видимо, где-то оставил, там переслали, потому что, ну как он без документа может улететь, да? То есть я знаю такую историю и по вот этому вонючему БНД, и по всем остальным товарищам, которых заранее инструктировали, видимо, для перехода вот этих границ американской, они делали два паспорта. Один паспорт отсылали, значит, DHL в Нью-Йорк на адрес каких-то знакомых, значит, а со вторым паспортом, который, ну, уже истекал там или какой-то срок, короче, то есть они с ним переходили, или вообще даже с просроченным паспортом, короче, заходили на американскую границу, американцы этот паспорт просроченный хватали, короче, и логика такая, что просроченный паспорт, он продолжает удостоверять твою личность, но туда не вклеют ни визы, туда не вклеят никакие документы. Я про это тоже говорил, что нужно мозги подключать. И вот сейчас вот такая ситуация, что если у Сашки Барахоева есть второй паспорт где-то на руках, там у какой-нибудь родни или там, где он живет, короче, и вот надо знать, он вообще жил где-то там в Соединенных Штатах, или вот как любой вот этот чувак-тракист гонял, короче, ну, жил в машине, короче, и типа хостелы снимал бурятские где-нибудь в Нью-Йорке. Ну, то есть там где-то документы могут сохраниться. И вот Маринке Ханхалаевой нужно вот этот документ куда-нибудь переслать в Египет, где его там могут перехватить какие-нибудь бурятские эти в случае депортации. Ну, то есть нужно подстраховаться, ведь большое количество анонимов, которые вот, о которых Сашка Барахоев знает, которые участвовали, значит, в создании Тузгар. Ну, я вот сейчас прослушал интервью Баиры Бурята, там тоже эти тролли про меня там воняют у него регулярно, эти менты те же самые сейчас. Так. И поэтому вот это, как его, надо же, закрыл дверь, все равно звуки долетают. Ну ладно, я надеюсь, вы не слышите. Ну вот. Сейчас вам покажу, меня одна женщина угостила фигами. Я практически все фиги съел. Ну вот. Сейчас прожую.
Больно вкусная фига. Ну вот. И... Так, что-то какой-то поток начался. Ботов накидывают на мой канал, короче. Друзья боты, напишите, откуда вы, из какой страны, из какого города. Привет, привет. Напишите, из какой вы страны, из какого города. Свободный Дагестан. Кстати, давненько не проводили совместных эфиров. С Умаром надо как-нибудь будет этот двойной эфир провести. Поразговаривать по ситуации с правами человека в Дагестане и в Бурятии. У нас так вообще прав человека нет, потому что правозащитников бурятских нет. Ну, правда, есть, как будто бы правозащитники. Вот Маринка Ханхалаева, кто там еще. Ряд анонимов в Соединенных Штатах Америки, которые, судя по всему, рисовали липовые кейсы, там, что вот мы там от войны бежим, там туда-сюда, а они изначально еще даже тогда, в 22-23 году, не работали. Надо было кейсы писать по расе, по языку, там, значит, по культурной апроприации, по, значит, ну, тем, кто там страдает различными половыми девиациями, естественно, проще, они там по половой девиации уходили. Но были такие, говорят, случаи, что там какие-то вот казахи или узбеки, они когда заезжали, они говорили про то, что вот предоставьте нам убежище из-за того, что мы вот относимся к вот, группе половых девиантов. И, значит, их спрашивали, а вот, ну, а где ваши там партнеры, там, что там происходит и так далее. Ну, то есть говорить-то они говорили, а в конечном итоге сами не знали, о чем речь вообще ведется. Потому что, ну, эти их спрашивают, ну, говорят, ну, ты вот, как там, так, сяк, или ты кто там, или там, такой или сякой. А они говорят, ты про что говоришь-то вообще? Нам сказали вот это говорить. Ну, то есть кололись на незнании, так скажем, вообще вопроса, да. Поэтому тут в этом отношении, конечно, печально все. И я еще раз говорю, если у вас там штраф какой-то есть в Соединенных Штатах Америки, какой-нибудь, значит, так называемый проступок, например, когда вы там, я не знаю, там хулиганка какая-нибудь, например, да, то автоматически депортация. Помните там про персонажа вот этого мошенника, который кучу народу-то перекидал? Я про него писал, он там что-то уже депортнулся, уже где-то в Рашке сидит. Значит, как у него фамилия-то такой? Стромная морда такая. Как такому можно было деньги давать вообще, я не знаю. Ну, видимо, инфо-цыгане, они сейчас вот залезли в эту тему со всякими... Ну, тоже оседлали вот этот процесс, значит, с картой монгола, там, да, вот эта вся инфо-цыганская шляпа. Потом, значит, вот с этими, с кейсами, короче, ну, они же умеют продавать свои услуги. И вот это инфо-цыгане, они, ну, суть этого вопроса не знают, как взаимодействовать и так далее. Почему? Потому что все хотят на себе замкнуть. Экспертизу замкнуть, там, всякие там, адвокация, это, там, знают слово, короче, но не знают, как она работает, например, да. То есть, ну и что, вот, там, с одним докладом может там где-то выступать, а многие же почему-то думают, что раз какие-то, значит, инфо-цыгане выступили в ООН, там на трибуне, это там прямо это добавляет 100-500 каких. А вот они так кейс-то точно напишут, они же там в ООН там по языку что-то говорили, там еще по каким-то вопросам туфтовым абсолютно чем, да, то они что-то напишут. Ничего не напишут, потому что там любой дурак в ООН может выступить. Единственное, надо неформальную группу иметь или формализированную группу, то есть какой-нибудь фондик зарегистрированный. И, соответственно, можно заполнить специальную форму, стать ассоциированным членом и там регулярно выступать. Причем ООНовская контора, как вот всякие соконторы, которые там существуют, АБСХ и так далее, они оплачивают проезд. То есть бывает такое, что они даже тебя приглашают, если ты там, ну вот на тему там этих
половой девиации говоришь, там на тему, значит, прав каких-то вымирающих народов там и так далее, всякие небылицы выдумываешь и все прочее, то они тебя регулярно приглашают, потому что им нужно free Igbo. We don't have a problem. It's your people that are Okay. that are under the chains of Russia. You know, I read history of Igbo people. You are warriors, you know. My father, not me. Yeah. I am not the warrior. No. Philosophy, it's ultra warriors, you know. I know. You fight your mind. It's. I'm dangerous. yeah. You're more dangerous. I know. That's why I don't chicken corn. I just take a pen. Okay. Так, что такое? О, Ринчин, здорово. А я не знаю, почему у меня... Так, короче, надо будет этими микрофонами пользоваться. Ну, я не знаю, у меня здесь гудит, короче, этот... В общем, я в комнате нахожусь, в которой эхо. Может быть, поэтому. Сейчас, подождите, друзья, нужно кое-что отправить. Да нет, я на Wi-Fi сижу. Что там, Ренчин, пиши, что там с этими, как его? Так, мне надо тут, я извиняюсь, тут надо кое-что быстро сделать. Пару кликов буквально. Так. Сегодня студия, короче, занята. Там небольшой сабантуйчик, короче, проводится. Я поэтому в другой комнате нахожусь. Ну, в общем, ситуация такая, что... Так, как звук? Америка, прием. Соединенные Штаты Америки, прием. Как меня слышно? Как минимум двое смотрят из США, остальные 8 человек это менты. Это 100%, короче. Ну и вот новость-то еще сегодняшняя. Нашли, видимо, тела этих... Подождите. Так. Короче... Интересная ситуация с этим, с Нарбоевым. Помните такое резонансное дело, короче? Убийца СССР и Стаса мертв. Следователи раскрыли подробности резонансного дела в Бурятии. В Следкоме огласили итоги расследования резонансного дела. Значит, 40-летний обвиняемый в последнее время нигде не работал, имел многочисленные неоплаченные кредиты. 11 апреля 2024 года стримил. Przestań tyle zabrać.
Короче, там это рабочие моменты, тут разговариваем по поводу этого, как его. Я буду стримить, 8 числа будет стрим, получается, это в субботу как раз. Если я не работаю, то будет стрим с тибетцем, короче, который за права тибетцев тут борется, потому что я сегодня... Ринчин, там посмотри в нашей группе, короче, я информацию по поводу фонда выслал. В общем, ситуация такая, что сейчас будем делать все по-человечески, короче, все, ну, как нужно, по-взрослому, короче, а не так, как эти инфо-цыгане, которые дураков этих буритосов обманывают в Монголии, там, насчет этой карты поляка, там, полурашки уже объехали по этим, по селам, по весям. Короче, это что за полудурок сейчас? Угу. Сейчас мы Артурчика, короче, заблокируем нахрен. Так, а почему я его не могу заблокировать? Так, ну и в общем ситуация такая, что вот эти инфо-цыгане, которые обещали вот этим, значит, товарищам, товарищам обещали, короче, обещали кейсы, короче, в итоге сейчас, видите, на задницу-то сели, и в этом отношении Баир режиссер очень прав, короче, то есть он такой говорит, там же Бурятский информационный центр какой-то был в Монголии, значит, работал там, что Пурбуха там вот этот экстремист, который там хотел в ФСБ работать, все слил, короче, по итогу. И, в общем, ну, я так понимаю, что да, действительно, там была такая ситуация, когда из вот этого фонда «Свободная Бурятия», значит, они же там, ну, каждый может посмотреть на сайте Министерства юстиции, найти вот эту, значит, организацию, они почему-то не выкладывают на своей странице ссылки на отчеты. Ну, я там полез, короче, за 23 год, по-моему, там нашел отчет, в котором, значит, было описано, куда они там 50 или 60 тысяч долларов потратили, да, и там какая-то значительная сумма была по поводу вывозения, там, типа, вот этих, там, страх мобилизованных, там, что-то какая-то вот такая, ну, просто одна строчка, типа, и сколько-то бабок мы бухнули. По факту там люди, которые со мной общались, которые на протяжении вот этого времени находились с момента мобилизации, значит, до какого-то времени, вот эти все дураки там, какой-то дурак, я не знаю, куда он пропал, он раньше там мне все написывал. Я просто дал свой номер телефона, короче, и он там писал вот эту всю галиматью, короче. Его там все интересовало, там несколько пунктов, как там в Польшу попасть и все прочее. Я говорю, ну а ты кто, говорю, напиши мне, говорю, хотя бы пару строчек о себе, кто ты, что ты там и так далее. И он настолько, видимо, дебил или дислектик или еще что-то, то есть он не мог просто даже текст отправить, короче. Я говорю, ну так не работает, я говорю, я же за тебя не буду писать, во-первых, я тебя не знаю, кто ты, что ты там и так далее. Ну, это, видимо, просто был вот действительно такой овощ, дебил, короче, который еще зачем-то стартанул там и так далее в Монголию. Ну, просто все побежали, и я побежал, логика такая. Сейчас пропал куда-то. Хотя вроде бы пошел по моему совету и вроде как писал мне, будучи бухим, откуда-то из Кореи, все грозился приехать, меня там каким-то образом наказать и так далее. Ну, видимо, работа затянула, или под контейнер попал какой-нибудь в Корее, его там быстро куда-нибудь сбросили, там, забетонировали, короче, ну, исчез, короче. И, конечно, вот представляете, такой персонаж, вот если дебильный с деньгами, попадается под руку этих мошенников профессиональных, которые стали внезапно, значит, деятелями демократической Бурятии. Ну и не исключено, потому что, вот посмотрите, если взять всю вот эту русскую оппозицию, начиная с ФБК, да, и вот там, кстати, один из авторов, значит, вот этой, как его, Виталий Гинзбург, он там написал, ну, четко где-то в комментариях о том, что
снова, вот, ну, в который раз ФБК оказался прибежищем, там, значит, вот этих агентов ФСБ и так далее. Так а я сразу понял, вот в 2019 году, когда начал взаимодействовать с этим, с Петькой Дондуковым, что с Петькой Дондуков у него рыльца в пушку, короче. Ну, то есть он мутный такой, одним словом можно сказать. Ну да, у него есть какие-то определенные там завихрения и так далее, но чувак крайне мутный. Вот эта вот недосказанность какая-то определенная, какое-то сокрытие чего-то, фактов каких-то, пятое, десятое. Ну, то есть он когда отвалил, например, да, в Сербию, когда их там экстренно эвакуировали, там же было уголовное дело, и какие-то хуеплеты из Москвы аж приехали изымать у него, значит, вот эти не серваки, а как, ну, типа сервак один и комп, короче, у него изъяли. И я там, помню, выезжал там с камерой, снимал все это дело даже на своем старом канале, эти видео есть там, значит. Ну, вы там можете увидеть этих персонажей, они явно не местные такие, знаешь. Ну, молодые, заряженные, короче, такие на это, на опричники, короче, на это, на борьбу с врагами режима, короче. А потом там становится понятно, что это же просто, ну, секта была, короче, которая жила за счет донатов, и сам Петрушка Дондуков, он тоже про это проговаривал, что, ну, типа, слишком мало донатов, короче, в Бурятии было, и поэтому вот этот штаб Навального закрыли. При этом там два каких-то персонажа было, которые там в чате меня обвинили в том, что я за ними шпионил, где ходил там, типа, с фотоаппаратом снимал. Я такой, ну, думаю, ну, перед этим у меня пара было драк, короче, и один раз я даже по башке получил, короче. Я думаю, может быть, блядь, меня, ну, память отшибла там, ну, какой-то период времени бывает, если там сильно в бубен получаешь, короче, да. И я говорю, что за чушь вообще, я говорю, что за предъявы, я говорю, где, покажите там, ну, видео там или что это я был, короче. Потом вспоминаю, что там бегал в штаб Навального, значит, Алдар Гунтупов, короче. Я говорю, ну, ссылку эту со статьей туда высылаю ему в чат, я говорю, что хули? Так вы еще, говорю, бурят не отличаете, что ли, мрази? Какая разница, типа это, ну и тут Дондуков там выскочил, короче. Я говорю, да я говорю, при встрече вам всем ебало расколочу, короче, нацисты. Ну, прям так и сказал, короче. И они там все попрятались, ну, потому что догнали, что вскрылись, точнее, передо мной, что живут столько лет в Бурятии, короче, и вот, ну мы, откровенно говоря, с Гунтуповым не похожи от слова совсем, даже физически. Понимаете? А они вот чурка да чурка, короче. И понимаете, вот такие мрази среди нас там в Бурятии живут, короче. Вот эта мразь. Русская мразь. И если взять все в целом, вот эту доктрину, значит, Яковлева, когда они там создавали, значит, эти парамилитарные группы, в Бурятии они скрываются под нацистскими всякими, значит, охранными агентствами. Вот там какого-то Митиченка, помните, заколотили, короче. Ну, он хотел попасть сюда, они его там забили, короче, он от отека мозга умер. Ну, видимо, некрепкую бурятскую голову взял, а там, ну, какой-то, может быть, другой национальности. Ну, в общем, кости не крепкие оказались, короче, ему бубен расквасили. Ну, и там суды какие-то были и все прочее. Так давили-то не на то, надо было смотреть, может, они его с нацистских причин просто избивали так, ну, чтобы убить, короче, чтобы к ним не проник вот этот, короче, подсадной какой-нибудь бурятенок, короче, понимаете. И таких полно, вот это вот тоже, как его, Сабрина Амо, там тоже у нее какой-то вдруг, ну, певица какая-то непонятная, короче, вдруг откуда у нее охранное агентство, короче, ну, тоже непонятно. При этом она довольно нацистски проговаривает прямо и не скрываясь об этом, о том, что никакой бурятам независимости не быть, короче. Ну, то есть они уж там постараются, да. И очевидно, что это вот просто наследие вот этой доктрины Яковлева, которая еще конец 80-х годов. Помните, там школа Романова была, еще там что-то. Они такие вот парамилитарные группировки готовили, короче. И в этом отношении, почему в 90-е годы не встала бурятская мафия? Ну, мне говорят, есть, конечно, бандосы там бурятские, тыры-пыры, там что-то такое. Мафии-то нет. По какой причине? Потому что всех способных либо отстрелили, короче, либо двинули вот в область, значит, ну, типа там интернационализма, там всякое такое, короче, да. Ну, то есть и не родилась бурятская мафия, которая бы держала там, ну, какие-то отрасли, например. Ну, шлюх бы, например, держали, да. Или там, например, производство конопли, например.
наркотиков и так далее, что это приличные деньги, на это можно было и озолотиться, и танки покупать в соседней Монголии, там, я не знаю, баллистические ракеты какие-нибудь и так далее. Но этого не произошло. И сейчас не произойдет. А не произойдет по той причине, что это уже укоренилось. Это нужно выковыривать только с помощью оккупационной администрации. Поэтому и сознание надо менять вот этим бурятошкам, короче. А видите, ну кто приехал в Соединенные Штаты? Ну вот понаехали всякие менты там и все прочее. А начинал я, вспомнил, что вот этот убийца Стаса Исысек, он в Америку, оказывается, выезжал. То есть вот этот менток, который там, ну что-то они там насочиняли, короче, там бывшая жена, что-то там изобличение, 5-10, но как-то не сходятся. С другой стороны, почему не сходятся? Потому что мотивы надо найти. Но почему он их убил? Скорее всего, была наводка со стороны ментов, что есть машинка, значит, такая-то, в этой машинке ездит там парочка, которые являются закладчиками. То есть есть наркота и есть, видимо, денежки. По-видимому, их не сразу убили, их начали допрашивать, где деньги, короче. А денег, скорее всего, не было. То есть он-то думал, что они и с деньгами ездят, и с наркотой, короче. Ну, допустим, представим, что такая ситуация была. И понятно, что там он не один был, короче, на него просто всех собак повесили, потому что, ну, зная там психическое расстройство какое-то, или с другой стороны, вы представляете, с раздвоением личности, это же не бывает так, что раз и личность раздвоилась, короче. Ну, как у Хасоева, например, он же там великий правозащитник, короче, и мент такой, ну, с чистыми ручками, короче, типа это раздвоение личности, это тоже психическое заболевание. Это вопрос к тому, а как, позвольте, в Бурятии проверяют на психическое вот это расстройство этих полудурков, которые в ментовке работают? А тем более, если это отягощено, например, какими-нибудь там, значит, близкородственные какие-то браки, я не знаю, или травмы какие-то. Ну, конь копытом ударил, там, мало ли что. То есть коррупция в чистом виде, и она не позволяет вот эту мразь отсеивать, короче, да. Представляете, раздвоение личности у него было, он там рассказывал, что он в каком-то детективном бюро работает и так далее. И, по-видимому, вот этот же персонаж, помните, там все это, как его, ненормально это карлица-то, короче, все писала, там ей какой-то это, значит, тексты писал, там, что типа там, значит, у бурят там восстание, там правоохранительные органы, там что-то 5-10, ну какой-то такой персонаж писал, якобы под видом того, что там зреет демократическая революция в Бурятии, все это. Так это вот, может, такой же псих, короче, у него там в башке шизофрения, с виду он там, ну, нормальный какой-нибудь персонаж ходит, короче, а в башке-то у него раздвоение личности, он там генерал-император какой-нибудь свободной бурятской демократической армии там и так далее, ну, и такие тексты написывает. Я и говорю, что вот это психическое здоровье, которое, да, вот в Бурятии формируется, ну, это тоже же, ну, сигнал, короче, кто в правоохранительных органах там работает и так далее. То есть он что-то выдумал, короче. Потом все это дело, эти трупы закопал каким-то образом. Якобы собака не нашла. Ну, поверим, короче. Ну, чушь полнейшая. Вот 17 марта 2 трупа нашли в заброшенном гараже в районе аэропорта. Тела опознали родственники, а позже подтвердили результаты молекулярно-геномной экспертизы. Кроме того, на телах обнаружили следы огнестрельного оружия, короче. И в итоге оказалось, что вот это тело то ли самоубилось, то ли самоповесилось, непонятно, короче. После того, как он какого-то знакомого мента убил, короче. Я не помню, как-то в период прозрения мне звонил БНД, и вдруг ни с того ни с сего начал вот эту версию озвучивать, что вроде решили как бы на вот этого мента, который был в США, поехал в США, и, видимо, с детеншена не вышел, короче. Ну, если у него психическое расстройство было, я думаю, американцы сразу рассекли, ну, что чувака с головой проблемы, короче. Его просто тупо с детеншена депортнули, ну, и делать нечего было. Видимо, не хотел перелезать через границу, короче, ну, как вот большая часть нелегалов. Ну, и, видимо, уехал обратно, короче. Отсюда могут быть тоже долги, в принципе. С другой стороны, понятно, если у него была мания преследования, то он, ну, купился на эту тему, что вот можно там в Соединенные Штаты Америки уехать и там схорониться, короче. С другой стороны, я не представляю, как бы он там функционировал в таком состоянии. Ну, в общем, я думаю, что скоро БНД выйдет в
прямой эфир, и там с умным видом начнет рассказывать, как он с этим чуваком созванивался, что он этого чувака знает, там 5-10. Ну, короче, это подробности там, наверное, узнаете. А так особо не интересно. С другой стороны, ну, вы понимаете, если этот персонаж работал в правоохранительных органах, во сколько он там людей уничтожил, например, да, сколько он там запытал кого там, например. Мы же не знаем, вот мент, или мент это, или псих, короче, какой-нибудь с раздвоением личности, как вот этот Хасоев, короче. Он там же, Хасоев, я насколько помню, он и онкологией там болен был, и он там его пытали страшно за ограбление банка и так далее. Я охотно верю, то есть, если у него раздвоение личности, он мог и банки грабить, он мог и в Чечне там пытать мирное население там и так далее, просто об этом дело скрывает. А почему, опять же, этот Хасуев выплыл сейчас? Потому что сейчас здесь арестовали, ну, год назад арестовали такого Рогова, который занимался там слежкой, и, в общем, поймали его на том, что он какую-то... здесь была такая система, что логистические центры, вот это Гыбня, отправляли посылки, значит, и они по времени, по таймеру, видимо, работали и поджигали, значит, логистические центры, потому что Гыбня считает, что вот, ну, какие-то логистические центры, там, DHL или еще какой-то, типа связаны в транспортировке оружия, якобы, американского. Ну, это все чушь, конечно, это вот они вот эту агентуру всю задействовали, там белорусики попадались, там украинцы тоже, ну, за денежки. И этот оказался Рогов вместе с женой, короче. А прокололись они на том, что жена там, он ей изменил, и жена начала рассказывать всем, что он стукач. Еще там со студенческих времен там и так далее. Ну и, конечно, его здесь вот эта вся мразь, вот эта вся хорошая русская мразь, она его отмывает до сих пор. Вот они там в Фейсбуке пишут, да вот там несостыковки нашли, да статья заказная, да специально, чтобы несправедливый суд здесь в Польше был там и так далее. Ну прикиньте, вот такую чушь, короче, пишут. И самое главное, что пишут, что он получил чуть ли от польского правительства не 5000 злотых помощи. Но это в целом он получил или каждый месяц, потому что я знаю, что вот таким красивыми кейсами активистам здесь неправительственные организации, они помощь оказывают. То есть там в месяц стипендия что-то порядка 2000 евро, короче. Ну, то есть довольно нормальная сумма, там, по-моему, полгода даже платят. Но это было до тех пор, пока USAID не закрыли, короче. А как закрыли все это, ну, на голодном этом пайке, как говорится. Так. Ну и все, ну и, короче, получается, что Муриханов, я думаю, что он получит убежище, потому что все суды прошли, там, видимо, ну, просто оснований нет для его содержания в детеншене, он, как бы, отмолили его. Сейчас вот это самое главное, этого Аюшу спасли, короче. А Барахоев, ну, Барахоеву надо это уже тренировать задницу, короче. Потому что, ну, вот мне там всякие комментарии в Фейсбуке, и в Ютубе, и еще где-то пишут по поводу него, короче, что типа, я говорю, ну, давай на прямой эфир выскочим, там, угрозы-то кидаешь, там, что меня там где-то на гусинке ждут. Ну, давай прямой эфир выйдем, там, что, побазарим, как есть, там, и так далее, предъяву кинем, чтобы это, ну, было видно, чтобы это не какой-то там старикан с раздвоением личности, там, сторонник РХТНа там сидит, или сторонник этого Тузгара, которых там анонимное количество, там, очень много, там, и так далее. Ну, знаете, поверим, что там Марина создала крупную команду, которая там, значит, борется за независимость Бурятии демократическими методами. Да так до старости можно бороться, Маринка. Пока ты не начнешь продавать наркоту, короче, и зарабатывать миллиарды, чтобы покупать вооружение для того, чтобы силой захватить власть в Бурятии, да ничего не изменится, так столетия можно сидеть. А надо, ну, в китайское посольство ходить, там, я не знаю, значит, кто нас оккупировать-то будет, Бурятию, или в монгольское посольство, говорит, давайте, ребята, сейчас, блядь, хотите низкие тарифы, монголы, короче, сейчас мы вот это все сделаем, Бурятия от Енисея до Амура будет, короче, демократическая, там, с правами женщин, ЛГБТ и так далее, ну, очень будет дешевая электроэнергия, вам просто будем гнать ее туда. И нефть будем гнать, и газ будем гнать, короче, только вы нас поддержите, дайте там 1 миллион монгольских воинов, короче, если накопится, ну, такое количество, значит, интервенция,
разграбим Иркутск, разграбим Красноярск, в осаду Новосибирск возьмем. Ну, что-то такое, да, типа вот такого нужно делать. Таких движух продвигать. Или там какой-нибудь сидит будет автор там на английском языке, научно-популярную какую-нибудь литературу будет создавать и там говорить Великая Бурят-Монгольская война, короче, там, значит. Ну и такое, знаете, планирование, так скажем, как мы будем захватывать и эксплуатировать ванюшек, например, да. Хотя я в нашей демократической Бурятии от Енисея до Амура, естественно, мы должны только работать под присмотром, так скажем, международно признанных правозащитных организаций. Безусловно, Мемориал пригласим, Хельсинскую группу пригласим, фонд Бурят-Гюрюн пригласим обязательно, чтобы наблюдали, так скажем, за тем, чтобы не было перегибов. Вот я помню, как это Тамара Ивановна Ситникова, училка наша историческая, она говорила, ну, вы знаете, репрессии, это же ведь перегибы были на местах, типа. Ну, вот такую тему. Ну, я только с ней спорил, я говорю, какие перегибы? Я говорю, вы что? Там просто писали анонимки, доносы, короче, людей арестовывали и уничтожали. Я говорю, какие, вы как говорите, вот, что людей убили, это перегибы, что ли? Но она вот это продвигала для дураков, короче, которыми большая часть, ну, школьников является. Кто там будет серьезные книжки там в 7-8 классе читать там и так далее. Ну и я понял, что из всех тех, кто был у меня, ну был только один, Вовчик, короче, по-моему, Семенов фамилия, что ли, у которого дед, он тогда живой дед был у него, короче, за колоски был сослан в Сибирь, короче. Вот это вот только он один, и он понимал, о чем я говорил. А все остальные сидели, что, какие репрессии, что там. То есть вот на это путинский режим работает для того, чтобы люди забывали, не говорили или говорили то, что они вкладывают туда, понимаете? И вот то же самое сейчас, вот что происходит с войной в Украине, да, они то же самое, ты простила, я забыла, это стандартная русская тактика, короче. Поэтому почему они не любят вот этот мемориал, например, там Хельсинскую группу и так далее? Потому что они копают, достают вот это из архивов, понимаешь, все это на вид потаскивают, короче. Но это им нужно было в 90-е годы для того, чтобы создать флер того, что вот они задемократизировали, что они не какая-то там банда, да, вот этих узурпаторов, захвативших власть, а что вот они, да, за права человека, за демократию и так далее, они Западу продали. Но Запад-то тоже, он не дурак, он так приглядывал, санкции же все равно сразу отменили, особенно американцы. Но потом вот с помощью этих же правозащитников, того же Карамурза, например, отменили поправку Джексона-Веника, которую ввели из-за того, что Советский Союз не давал, значит, выезд евреям. Ее ввели, и тут же Советский Союз, да, нате вам там бухарских евреев, горских евреев, там всю вот эту еврейскую шваль собрали, короче, и выслали в Израиль. Но Голда Меир, она была умная тетка, короче, она сказала, мы всех возьмем, а интеллигенция, ну, она выживет, короче. Я помню, там, значит, плач какой-то был, читал, что вот там пока еврейская интеллигенция Москвы и Ленинграда ждала вызов, там, значит, собрали там этих ужасных каких-то необразованных там бухарских евреев, там еще каких-то, ну, какие-то группы еврейские есть, их, значит, всех Голда Меир типа купила, короче. Но я говорю, ну, там логика-то такая была, что надо было им просто Израиль заселить кем-то, и вот они вот такими заселили, короче. В этом отношении Голда Меир-то тетка конкретная была, то есть они там апельсины за этих поставили, что там на кибуцах там сделали, короче, произвели и так далее. В Советский Союз какое-то время это все дело поставлялось в обмен на вот тех евреев, которых Израилю продали. А интеллигенцию, ну, потом по чуть-чуть выпускали, короче, потому что там же, выпуская еврейскую интеллигенцию, вдруг оказалось, что целые отрасли науки, техники и производства могут просесть в совке. И они там что-то придумывали, ровно на тот период, пока своих собственных не подготовили. И вот в это окошко как раз попали там узбеки, грузины, татары, там все вот эти маленькие нации, потому что нужно было набирать, быстро подготавливать, короче, и нельзя было так сделать, что вот, ну, одни русские будут на эти специальности поступать. И вот это вот в окно
залезли, все пролезли, вот те, которым раньше не давали, например, в московских вузах учиться там и так далее. И как оказалось, что вот эти вот потом людишки, это вот такая тоже рука Москвы оказалась, то есть они-то боялись, что сейчас, эти отрасли, которые за евреями были закреплены, сейчас другие захватят, а оказалось наоборот, что это образование совковское никому не нужно, оно очень сильно мозги компостирует, короче, даже без всякой идеологии. И вот поэтому в 70-е, 80-е годы как раз выросла вот эта масса, значит, инородческих ватников, я так скажу, ну, которые успели зацепить и квартирки там, и все прочее, короче, то есть не с чечки, а советского государства похавать, короче. Конечно, они вот в той же Грузии сидят, там, в других странах, например, все пометают о каких-то там временах, о своей молодости и так далее. Но пройдет еще небольшое время, 10 лет, короче, полностью преобразится. И в этот момент мы, бурятские националисты, должны действовать. И сейчас, с сегодняшнего дня, мы начинаем нашу работу по продвижению Бурятии для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятии от Енисея до Амура, только так и не иначе. Повторяйте это каждый день, утром, днем и вечером. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Всем пока и до новых встреч. Так. Ой, а что такое не отключились?